смотрите программу «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Ленского района. Озвучим актуальную сводку по паводку. Делегация из Амгинского района встретилась с земляками-солдатами в зоне СВО о встрече и гумпомощи. В районах Якутии активно стартовали субботники по очистке территорий о санитарном месячнике в Аймяконском районе. Активная фаза основного ледохода на реке Лени проходит по территории Ленского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у населенного пункта Пелидуй, где ночью произошел затор льда и выход воды на пойму с подтоплением некоторых жилых домов. У города Ленска уровень воды составляет 369 сантиметров, при критических 1760 сантиметрах с учетом дамбы. Второй участок ледохода проходит на реке Лена в Алекминском районе, где нижняя кромка наблюдается в районе населенного пункта Урицкая. Что касается реки Алекмы, там кромка уже вышла в устьевую часть и ледоход продвинулся ниже города Алекминска. По реке Алдан активная фаза проходит по территории Алданского и Ишмайского районов, где также наблюдается ледоход двумя участками. Первый участок в районе населенного пункта Томот, второй участок в 50 километрах ниже населенного пункта Кюбцы Усьмайского района. По Амге на сегодняшний день тоже Амга уже достигла устьевой части и проходит активная фаза ледохода, проходит по территории Чураптинского и Татинского районов. Нижняя кромка вышла в устье и наблюдается в 70 километров ниже населенного пункта Чимнай Татинского района. Протяженность также составляет 232 километра. За сутки ледоход продвинулся на 217 километров. Тревожные часы переживают село Арылах Мирнинского района. К 23 часам 11 мая уровень воды в реке достиг критической отметки, создав реальную угрозу подтопления части населенного пункта. Однако, благодаря оперативным действиям местных жителей и властей, пик паводка удалось преодолеть. К 3 часам ночи уровень воды начал снижаться, упав примерно на 15 сантиметров. Жители села Арылах находятся в состоянии повышенной готовности. Администрация Мирнинского района держит ситуацию под контролем. Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. На вчерашний день были созданы искусственные дамбы. Из песка завозили, попросили предпринимателей, которые оказали помощь, отбили воду, чтобы вода дальше не уходила на частный жилой фонд. Направили ее в поля. Был перегнан крупнорогатый скот. 468 голов. Более безопасное место на высшую точку села, так сказать. Но сегодня его вернули уже обратно в коровники. В целом сейчас в поселке дежурит полиция, присутствует 10 спасателей МЧС, 3-го пожарно-спасательного отряда наши, добровольцы с самого села, добровольцы из города Мирного. Ледоход на реке Вилюй по территории Верхневилюйского улуса проходит без заторов. Уровень воды под поселом Верхневилюйск на сегодняшний день составляет 780 сантиметров, при критическом уровне 14 метров 50 сантиметров, а под Харинским наслегом при критическом 9 метрах 35 сантиметрах. Сейчас отметка на 500 сантиметров. В прошлом году вода выходила на федеральную дорогу и было критическое состояние в селе Хоро. Подъема воды не наблюдается. То есть у нас, как мы видим, ледоход активно идет и критического уровня поднятия до критического состояния не наблюдается. Также вчера, 11 мая, у нас был зарегистрирован пожар на территории Харбалахского наслега. В данном пожаре вылетели вчера работники авиалесохрана и ООН и полиции. Пожар 11 мая 10 часов был локализован, и сегодня, 12 мая, планируется ликвидация данного лесного пожара.
В Илтумен состоялся правительственный час о вопросах децентрализации теплоснабжения в газифицированных населенных пунктах республики. Был отмечен большой потенциал перехода централизованного теплоснабжения на газовое отопление, как с точки зрения технической, в части повышения надежности теплоснабжения и сокращения расходов муниципального республиканского бюджета, а также оплаты граждан за потребленные коммунальные ресурсы. По плану МинЖКХ планирует провести перераспределение в 7 муниципальных образованиях. Если смотреть, они составляют от 1 года. У нас основная масса котельных – это угольные. И сегодня есть также технологии, тоже автоматизированная котельная именно на угле, терморобот, да, которые мы сегодня тоже хотим, чтобы этим вопросом максимально занялись. И там тоже колоссальная есть экономия чисто по технологии. Там и топливо экономится. На сегодняшний день в ГУП ЖКХ республики решается вопрос о задолженности по оплате труда своим работникам, общая сумма которой составляет более 700 миллионов рублей. Задача по его полному погашению была поручена главой Якутии в ходе прямой линии 27 апреля. По состоянию на 12 мая задолженность по оплате труда перед работниками ГУП ЖКХ составляет более 740 миллионов рублей. В эту сумму входит часть заработной платы за март месяц и первая половина апреля месяца. Значит, ранее 8 мая за счет собственной выручки предприятие оплатило за первую половину марта месяца. Задача по полному погашению оставшейся задолженности решается в соответствии с поручением главы республики, данным в ходе прямого эфира 27 апреля, ну и в том числе, конечно же, в рамках обязательств непосредственно работодателя в части оплаты за фонд оплаты труда, в части своевременной выплаты заработной платы. Правительством республики принято дополнительное решение выделения лимитов в предприятию для решения вопросов, связанных не только с оплатой заработной платы, но и в целом финансовая стабилизация предприятия, завершение отопительного периода. Ну и важно отметить о необходимости подготовки к следующему отопительному периоду, связанной с выполнением ремонтных, инвестиционных программ и, самое главное, завоза топливно-энергетических ресурсов в летнюю навигацию 2026 года. Значит, задолженность по заработной плате за первую половину марта месяца и по апрелю месяцу будут решаться на текущей неделе, и в течение этой недели данный вопрос должен быть снят с особого контроля. Делегация под руководством первого зама главы Амгинского района Василия Бураева объездила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую область и встретилась с бойцами из Якутии. Доставили землякам собранные амгинцами и приобретенные на средства, поступившие в фонд помощи транспортную технику, антидроновые установки, тепловизионные прицелы и многое другое. Также делегация посетила госпитали, где бойцы из Якутии проходят реабилитацию. В ходе командировки мы помогли нашим бойцам по технической части. Это у нас, получается, автомашина, мотоциклы, FPV-дроны, ударные дроны, мавики, генераторы и разные. Да? И по вещевке тоже приобрели некоторые товары. Всего фонд от жителей Амгинского района было собрано более 5 миллионов, использовано в ходе командировки более 4 миллионов 600 тысяч рублей. В Якутске студенты СВФУ приняли участие в профилактической акции «Стоп мошенники», направленной на предупреждение дистанционных преступлений. Вместе с сотрудниками полиции они вышли к жителям города и раздали памятки о том, как безопасно совершать финансовые операции, не попадаться на уловки аферистов и распознавать подозрительные звонки и сообщения. Отметим, что с начала этого года жители республики уже перевели мошенникам почти 300 миллионов рублей.
Сейчас знаю, очень много появилось мошенников в интернете, они очень легко взламывают через обычные ссылки. У меня 2 одногруппника уже попалось, кстати. Друга взломали, он скинул ссылку, можешь проголосовать, пожалуйста, за какую-то там девочку. Он зашел, и все, там уже его аккаунт получили. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников по различным схемам, не передавать ни в коем случае смс-коды, не переходить по ссылкам ни в одном из приложений и никогда не перезванивать на указанные в сообщениях номера. В соответствии с федеральными законами и распоряжением главы в Аймяконском районе объявлен месячник санитарной очистки территорий населенных пунктов. О первом в этом году субботнике подробнее расскажут наши коллеги. В Аймяконском улусе объявлен месячник санитарной очистки. Это ежегодное мероприятие. Срок объявили до 30 сентября. В каждом поселении юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, начиная с весны, начиная с уборки снега, вывоза снега, а также очистки прилегающей территории, должны содержать, соответственно, свои территории в надлежащем виде. Это вывоз мусора, очистка своей территории, также очистка поселения от захламления. На первый объявленный общепоселковый субботник организации вышли дружно. Убрать накопившийся за зиму мусор – это только первый шаг к наведению порядка на закрепленной территории. Как всегда, первыми организовались работники офисов недропользователей и владельцы магазинов. Весенний субботник для нашего коллектива – это традиция. Мы работник управления социальной защиты, пусть и не многочисленные, в основном нас женщины и 2 мужчин. Каждый год выходим на уборку своей территории. Несмотря на скромный наш состав, наши девушки занимаются наведением порядка, а мужчины берут самое тяжелое. Такие мероприятия проходят по всему району, и мы рады быть частью общего дела. Чистота вокруг начинается с каждого из нас, а вместе мы делаем наш общий двор уютнее и светлее. В течение лета каждое предприятие в каждом населенном пункте будет поддерживать чистоту и порядок закрепленной за ними территории. Контроль возлагается на административные комиссии. Создан штаб при администрации района, в который входят главы поселений, руководители администрации района, руководители поселка. Составлен план мероприятий. Работать будем, наказывать будем, стараться к тому, чтобы все убрали, тоже будем. Хотим, чтобы было чисто и красиво. Поддерживая чистоту и порядок в своем доме, на своей улице, в своем поселении, мы заботимся о самом главном – о своем здоровье и здоровье своих близких. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Усть-Нера. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.